вот таким образом. Здравствуйте, дорогие друзья! За окном 11 августа 2026 года. Сегодня вторник, и в Башкортостане уже 9 часов и 1 минута. Соответственно, в Берлине 6:01, а в Нью-Йорке 0 часов и 1 минута. Сегодня у нас такой большой географический состав программы «Аспекты республики». И вас приветствует Искандер Махмудов и Руслан Валиев. Совершенно верно. И вся наша аудитория также, я думаю, друг друга приветствует с помощью чата нашей трансляции. Отдельно приветствую наших новых подписчиков, которые к нам пришли на канал за последние пару недель. Это буквально несколько сотен новых наших друзей, поэтому каждому мы рады, каждого ценим и очень любим. Поэтому, друзья, знаете, здесь каждый день, буквально по будням, обсуждают текущую повестку новостей в республике, в стране и в мире, делятся самыми сокровенными мыслями. Вот. Также у нас периодически выходят интервью на канале. В общем, здесь не то чтобы непрерывная движуха, в хорошем смысле этого слова, но всегда что-то можно найти для себя. Начинаем мы с новостей в стране и в мире. Я думаю, что, с вашего позволения, я прочту вчерашнюю сводку. Ну, а вы пока присоединяйтесь, пишите, думайте, с чего мы будем начинать нашу сегодняшнюю дискуссию. Итак, конечно же, главные новости вокруг партии «Яблоко». И вот, пожалуйста, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков пообещал обжаловать решение Верховного суда о снятии партийного списка с выборов. По его словам, партия продолжит работу в рамках закона. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский назвал решение саморазоблачением политической системы и признаком отказа власти от диалога. Верховный суд объяснил снятие списка «Яблоко» с выборов получением партии денег от лиц, финансируемых из-за рубежа, нарушением норм авторского права и распространением материалов в поддержку «Яблока» через зарубежные площадки, передают РИА Новости. Это основные претензии, перечисленные партией «Родина» в иске, который суд и удовлетворил. Собравшиеся у здания Верховного суда отреагировали на решение о снятии списка «Яблоко» криками «Позор!». Силовики стянули дополнительные силы и потребовали от горожан разойтись, угрожая мужчинам военкоматом. Люди оставили на асфальте антивоенные послания. Русньюз сообщил, что полицейские переписали паспортные данные авторов некоторых надписей. Юлия Навальная после решения о снятии «Яблока» с выборов предложила антивоенным россиянам голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Партия Ильи Яшина «Мирная Россия» призвала противников войны принять участие в акции «Полдень за мирную Россию», придя на избирательные участки 20 сентября ровно в 12 часов. Центр избирком до вступления в силу решения Верховного суда об отстранении списка «Яблоко» от выборов не будет менять текст избирательного бюллетеня, заявил ТАСС зампредседателя ЦИКа Николай Булаев. По словам председателя «Яблока» Николая Рыбакова, у партии есть 5 дней для обжалования судебного решения. Истребитель МиГ-29 воздушных сил ВСУ упал в Одесской области, сообщили военные. Самолет разбился, пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. По предварительной версии, причиной крушения стала нештатная ситуация во время пуска ракеты, в результате чего истребитель загорелся и потерял управление. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло до 80 человек, передает CNN со ссылкой на сообщения местных властей. По данным официальных лиц, подземные толчки накануне стали самыми мощными за десятилетия. Правительство Колумбии объявило в стране чрезвычайное положение, а пострадавшие районы были обеспечены спасателями. Вот такие вот у нас новости за предыдущий день. Ну и, конечно же, основная часть новостей посвящена суду, так называемому суду, который в течение всего дня шел в Москве. И, надо сказать, ваш покорный слуга толком ничем не мог заняться из-за этого как раз суда. Хотелось его смотреть, и действительно смотрел большую часть с небольшими перерывами. Вот, буквально до самого вечера, когда было озвучено то самое решение, которое по большому счету было предсказуемым. Но вот знаете, когда смотришь заседание, и оно выглядит прилично,
все ведут себя подчеркнуто по-деловому. Кажется, что есть какие-то шансы. Вот если не смотреть такой суд, ты вроде понимаешь, как обычно у нас все обстоит, да, и какое будет решение. Да, да. А вот глядишь и понимаешь, что, ага, тут все не так Ну, однозначно, вроде бы нормально судья, культурные вопросы задает. подобие права, как бы, да, гражданского общества существует. Я, честно говоря, я другого мнения придерживался, потому что для меня, ну, лично, допустят партию Яблоко до участия в выборах или нет, это была такая тактика, тактический уровень, да, вот не стратегически. Стратегически никто не обещал честные выборы в Российской Федерации. То есть ничего не изменилось в избирательном процессе, чтобы думать, даже если партия Яблоко не просто была в бюллетене, а за нее могли голосовать люди, что будут честные результаты. Нарисовали бы там, например, меньше там, 5%, чтобы эта партия не прошла в Госдуму, например. Ну так То есть это и делали я же не... успешно предыдущие разы. Яблоко всегда было в Да. бюллетене. На выборах в 2021 году Яблоко присутствовало, ну и дальше, если копать, там 16-й год и прочее. Одну секунду, Руслан. Прежде чем мы продолжим, я хочу сказать о том, что Башинформ, госагентство в Республике Башкортостан, аккурат к нашим новостям, буквально меньше 6 минут тому назад вывесила новость о том, что в Башкирии объявлена беспилотная опасность. Они об этом написали с ссылкой на Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям. И в связи с этим аэропорт Уфы временно в очередной раз закрыт. И также этой ночью были закрыты аэропорт Орска, Оренбурга и Самары. Мгм. Ну что ж, это важно. У нас беспилотная опасность действительно вот за последние несколько дней августа буквально ежедневное событие. И, в общем-то, неудивительное. Однако же я дополню нашу сводку сообщением от нашего зрителя «Ведомости». Ночью дронами атаковали логистический хаб Wildberries в Воронеже. Сильный пожар, и на эту минуту склад выгорел. Сильный пожар начался на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре, скорее всего, в результате диверсии. Комсомольск-на-Амуре, надо сказать, Это далеко. совершенно другой, да, край страны. Именно так. Очень восточный город. Вот. Ну а Малая Токмачка практически полностью захвачена войсками РФ. ВСУ держат западные окраины села в сторону райцентра Орехов. Ну что ж, как говорится, тут скажешь. Даже не знаю, как реагировать. Малая Ну, Токмачка я стояла напомню долго. нашим зрителям, что Малая Токмачка, ну, в лучшие времена, по-моему, это, во-первых, село, да, которое стало притчей во языцах. По данным 2024 года население этого села составляло меньше 100 человек. Максимально доходило там до 3000 человек. И вот на территории Украины, где находится это село, таких сел даже в пределах там Запорожской области, которую пытается захватить Российская Федерация, десятки, если не сотни. И несмотря на всю эйфорию, которую вот могут испытать, я даже ожидаю, что возможно какой-нибудь парад или там салют в честь этой Малой Токмачки проведут, но таких сел десятки, сотни, если не тысячи. Да, это село, в общем, не имеет никакого значения, оно всего лишь стало символом некой несгибаемости и сопротивления со стороны украинцев. Хотелось бы, чтобы, конечно, оно оставалось непокоренным, но надо понимать, что объективно никакие огромные силы на защиту этого села никто бросать не планирует, и этого не делали, судя по всему. Вот, дорогие друзья. Ну, а мы должны, давайте, к повестке. И, в общем-то, я предлагаю все-таки тему вчерашнего яблока как-то завершить. Даже небольшой фрагмент видео подготовил для того, чтобы, ну, немножечко погрузиться в контекст для тех, кто, в общем-то, не следил или не смотрел. А Николай Рыбаков, председатель партии, был одним из представителей стороны ответчика, соответственно. И перед тем, как процесс пошел разбираться по деталям, он выступил с довольно-таки интересной речью. И вот фрагмент этой речи я предлагаю вам сейчас послушать. А вы, в свою очередь, пишите, что вы об этом думаете. Мы находимся в зале высшего судебного органа страны не просто ради спора между партией Родина и партией Яблоко. Да, председатель партии Родина, который одновременно является членом фракции другой партии ЛДПР, подал иск, который фактически предлагает Верховному суду Российской Федерации совершить действия исторического масштаба. Впервые в истории России отменить решение о регистрации
политической партии на федеральных выборах. И таким образом лишить миллионов граждан нашей страны на политическое представительство. Трансляцию в течение всего дня вел сам Верховный суд на своей странице ВКонтакте. Вот. Но впоследствии некоторые YouTube-каналы подхватили это видео и стали транслировать для пользователей YouTube. Но я вот честно смотрел через ВК-видео на протяжении всего дня. И судя по тому, что я понял и как бы даже слышал от некоторых других участников, такого количества зрителей не было ни у одного в последнее время процесса, который бы транслировался на этом ресурсе. Вот, ну, видимо, не было таких трансляций и таких процессов. Там не то чтобы прям сотни тысяч, но около 10 тысяч для ВКонтакте. Это было очень довольно любопытно и показательно. Вот. Также отмечу, что после окончания, действительно, даже вообще не после окончания, в процессе всего суда в Москве собрались довольно-таки большое количество людей. Это прежде всего молодежь, что меня зацепило. И это такая молодежь, знаете ли, это ребята, которым на момент начала войны, судя по всему, было совсем немного лет. То есть это ребята, ну, на данный момент лет 17-19, судя по внешнему виду. Это совершенно новое поколение, у которого, как оно, видимо, осознает, будущее украдено нынешним режимом, и поэтому они надеялись поучаствовать в этих выборах и проголосовать за Яблоко, как когда-то, видимо, их отцы и деды делали еще в 93-м, там, в том же 95-м годах. Вот, при этом иллюзий питать совершенно не стоило, это совершенно справедливо, и тоже у меня надежд вроде как не было, пока суд смотреть не начал, но я уже об этом рассказал. Вот. Да, у нас в чате появляются пользователи, в том числе из Республики Татарстан, и другие пользователи пишут соболезнования по поводу погибших. Вчера, 10 августа, в Республике Татарстан был объявлен днем траура в связи с большим количеством погибших от падения атаки БПЛА в городе Нижнекамск. Угу. И тут надо добавить, что по неподтвержденным данным речь идет в том числе о погибших работниках, которые якобы чуть ли не нелегально жили на какой-то странной территории и были представителями одной из центральноазиатских стран. Это, конечно, никак не умаляет беды и печали, но, в общем, довольно-таки показательный момент, скажем, который нужно зафиксировать в данном случае. И, конечно же, как и всякий раз в таких случаях, нужно сказать, что первопричины, если хотите, войны и, соответственно, виновные и находятся известно где. Даже если прилетели снаряды или там дроны со стороны противника, в любом случае виновными в этой ситуации, как и в любой другой, остаются люди, принимающие решения в Кремле. Люди, развязавшие бессмысленную и преступную войну. Надеюсь, это, опять же, не нужно доказывать, это достаточно лишь повторить для того, чтобы вспомнить. Ну, если тут можно добавить, кстати, вот картинка из Нижнекамска, судя по всему, да, она у нас есть. Да, Речь я идет хотел... про Да. завод нефтеперерабатывающий, очень важный, да. Мгм. Да, я хотел добавить о том, что издание «Бизнес онлайн», такое авторитетное издание из Республики Татарстан, выпустило несколько материалов, посвященных этой трагедии в Нижнекамске. Первая из них меня привлекла, потому что заголовок был, что семьям погибших при атаке на Нижнекамск выплатят по 2 миллиона рублей. Напомню, что не так давно мэрия Уфы утвердила порядок выплаты, и там, например, максимальная сумма почему-то меньше, 1,5 миллиона рублей. Я вот не совсем понимаю, как это работает, но тем не менее, если вы помните, самая минимальная сумма, которую мэрия Уфы готова выплатить там за какой-то ущерб, по-моему, 15 тысяч всего лишь с небольшим рублей. Вот все-таки в соседнем регионе какие-то суммы более, ну, скажем так, солидные. И вторая новость про уже, ну, как бы слова очевидцев. И там как раз цитируются слова Минниханова Раисы, главы Республики Татарстан, о том, что посетили несколько объектов, это прямая речь, посетили пострадавших. Это не первая атака, и мы должны немножко, двоеточие, это вот все, что сегодня произошло,
9 погибших на тот момент, видимо. Просто мы не выполнили те нормы, которые по регламенту должны выполняться. Эти люди должны были быть в укрытии, но они не в укрытии, отметил Раис Республики Татарстан. То есть, действительно, большая часть погибших проживали в неком хостеле, большая часть из них погибших это мигранты, в том числе из Республики Башкортостан. Но, к сожалению, например, погибла 5-летняя девочка в доме на улице, по-моему, Школьная, да, которая почему-то вот в этот очень ранний час каким-то образом спала на балконе. Что-то про это тоже писали. Вот. И действительно есть такая проблема. Вот сейчас, например, Башинформ, мы с вами профессиональные журналисты, мы смотрим новости, мы предупредили, да, о том, что ракетная или беспилотная опасность. А что люди при этом должны делать, не написано. Им отключают интернет, они не могут получить информацию о том, что беспилотные. Почему-то им об этом сообщает человек из Нью-Йорка или человек из Берлина. Это очень странно и подозрительно. И самое главное, куда деваться людям. То есть они в машине находятся, нужно ли им продолжать движение в машине, должны остановиться, перейти куда-то. Ничего этого нету. Опять-таки, из всех доступных, по-моему, укрытий в Республике Башкортостан, в столице ее, это у нас подземные переходы на центральном рынке и подземный переход, по-моему, на спортивной остановке. И все. Вот все известные убежища к данному моменту. 5-й год войны. Но тут остается иронизировать. Слава богу, люди хоть не бегут в эти подземные переходы, иначе сами переходы стали бы местом братских могил и задавок, как это бывает в истории, когда люди стремятся массово попасть в одни и те же переходы. А если серьезно, у нас действительно других данных нет. Вот, пожалуйста, как-то где-то озвучили, что эти переходы можно использовать, и все. Ну да, там еще есть, циркулируют вот эти фотографии о том, что там надпись «убежище». Это даже непонятно, это объект гражданской обороны или что. Напомню, что 10 августа, вчера буквально, режим беспилотной опасности в Башкирии действовал 7 часов нон-стоп. Об этом опубликовал уфимская вкладка аргументов и фактов. 7 часов. Рабочая продолжительность дня это 8 часов. Тут практически, знаете, как вот рабочий день. У вас нет доступа в мобильный интернет, ваш бизнес не работает, вы не можете принимать, значит, платежи вот этими картами в вашем кафе или еще что-то. 7 часов это прям серьезный перебой не только в работе аэропорта, но и вообще всех структур города. В нормальное время мы бы об этом вообще говорили очень всерьез и долго обсуждали бы, что же случилось, почему 7 часов не было нормальной жизни. А теперь отсутствие нормальной жизни стало, по сути, нормой и день за днем повторяющимся сценарием. Ну, а мы дальше идем, и немножечко позитивной ноты, скажем так, внести хочется. Это дополнительная информация по баймакскому делу. Накануне мы обсуждали ход процесса над так называемыми организаторами этого процесса, этого сопротивления. Вот. А теперь сообщение о том, что несколько человек получили свободу из числа тех, кто был обвинен и осужден в участии в так называемых массовых беспорядках. Мотовилихинский райсуд Перми заменил колонию более мягким видом наказания еще 3 осужденным: Раяту Давлетбаеву, Халиду Ишкуватову и Вадиму Кагарманову. Вместе с тем, этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство Айрата Ахметова. А по данным Идельреали, отказ в замене колонии другим видом наказания был вынесен судом в отношении осужденного по баймакскому делу впервые. Причины этого решения неизвестны. Тексты решений суда еще не были опубликованы накануне. То есть, во всех случаях, когда обвиненные и осужденные по баймаку просили заменить срок реальный другим видом наказания, суд шел навстречу. Таких случаев уже больше десятка. А вот в данном случае, в случае Айрата Аминева, к сожалению, суд такого решения не принял. Так или иначе, за 3 наших земляков порадуемся, но вот насчет одного из них остаются пока вопросы. Ну и также, конечно же, мы продолжаем волноваться за тех, кто сейчас судится в Оренбурге.
И то, что их освободили с колонии, напомню, то, что это не освободили от срока, то есть у них идет все еще отбывание срока, просто там условно-досрочное. И если власти понадобится, опять-таки, этих людей посадить, они могут найти совершенно любой повод. От распития там спиртных напитков до обысков, где найдут непонятную, якобы запрещенную символику или запрещенную литературу. И по надуманным поводам опять эти люди могут получить ужесточение вот этого отбывания наказания и вернуться в колонию. Конечно, то есть это, конечно, свобода, это ты находишься на воле, но при этом под колпаком, так сказать, у системы. Хотя кто-то скажет, что даже те, кто отбыли свой срок и оказались на свободе, в любом случае находятся под колпаком у системы, и будет прав. Да, по тут большому только, счету. да, если повезло и они освобождены от наказания, конечно, это обязательно надо менять место жительства, региона как минимум, если не страны, потому что понятно, что им не дадут никакой спокойной жизни, их будут дергать на бесконечные допросы по любому поводу, их будут донимать, к ним будут приходить и фактически всячески терроризировать в мирной жизни, при том, что они будут считаться отбывшими наказания, то есть даже с точки зрения этого людоедского режима в Российской Федерации, они будут чисты перед законом, но фактически их будут терроризировать на местах постоянного проживания. Поэтому только смена жительства, у нас, слава богу, есть регионы, куда, наверное, можно уехать, за исключением, наверное, Москвы или города Санкт-Петербурга, где у нас тоже, опять-таки, есть очень странный закон, когда необходимо регистрации, иначе ты платишь штраф. Помните, не забывайте, что у нас 2 особенных города, где требуют под угрозой административной ответственности регистрацию. Вот. Многие уфимские десантники, скажем так, внутренние мигранты знают об этой странной стратегии, я не знаю, или правилах. Да, это существует давно, когда, казалось бы, это не было еще мейнстримом, к этому все привыкли, и давно уже никто вопросов не задает. Хотя, да. В Хотя тайгу это только ненормально. Я могу шутят. только представить, что вот, например, в столице США, например, Вашингтон, да, федеральный округ Вашингтон, Колумбия, или, пожалуйста, или Берлин, столица ФРГ, чтобы въезд был чуть ли не въездная виза, да, специальный режим регистрации. Вот этого я не совсем понимаю. Действительно, это очень сложно представить. Ну, надо сказать, тут недавно ситуация, как недавно, лет 10 назад была наоборот. Не знали, как людей привлечь. Это сейчас ситуация в том же Берлине сильно сложнее стала для тех, кто приезжает. Но регистрации никто не требует, это правда. Ну что ж, пишет Слепой Пью, у путинско-гитлеровские фашисты сняли с выборов единственную нормальную партию «Яблоко». В стране окончательно утвердился обыкновенный гитлеризм. Не поспоришь с утверждением. Единственное, тут можно отдельно подискутировать. А когда же все-таки случилась та самая точка отсечки по поводу окончательно утвердился? Сколько событий уже не происходило, мы каждый раз себе говорили, вот теперь точно утвердился. Или вот еще немножко и утвердится. В общем, это такой, знаете, риторический прием. Я вот смотрю реакции людей некоторые в социальных сетях, в том числе запрещенных россиян, которые остаются в России. И некоторые из них пишут так вот, как будто бы вот у них была надежда, что партия «Яблоко» будет на выборах участвовать, и у них есть какой-то шанс на какое-то позитивное изменение. Я, конечно, удивлен этому оптимизму и сочувствую их горю, когда их мечты рушатся. Но, повторюсь, по моему мнению, никаких предпосылок, что результаты выборов как-то были более демократическими, нету. Не было такого. Я был наблюдателем на выборах, кстати, ровно 10 лет тому назад, и у Руслана огромный опыт работы в избирательной системе Российской Федерации. У нас таких иллюзий нету по поводу текущей избирательной системы в Российской Федерации. Тут можно, конечно, как контраргумент озвучить мнение некоторых политологов, что если народ массово голосует,
ну, например, за яблоко на выборах, где яблоко зарегистрировано, то сфальсифицировать с ног на голову не получается, потому что как бы результат выборов нужно еще продать общественности. Ну, в смысле сделать так, чтобы люди поверили и приняли этот результат, как это бывало до сих пор. И я примерно понимаю, о чем речь. То есть, когда фальсифицируют 30-40% голосов, это как бы незаметным остается. А когда с ног на голову переворачивают результат, то общество начинает что-то подозревать, как это было в 2011 году в той же Москве, когда случился в итоге парад некоторых протестов, да, то есть с декабря 11 по июнь, по май, точнее, 2012 года. Вот. А тут просят коллеги напомнить, кстати, любопытный момент. Тот самый Журавлев, депутат-фрик-фашист, который является лидером партии «Родина» и одновременно депутатом от ЛДПР, удивительный человек, да? Он вчера в Уфе находился на протяжении всего дня, пока суд шел его имени. Гулял он, значит, в Парке Победы с одним своим местным товарищем. И, как пишут наблюдатели, скорее всего, и с Хабировым будет встречаться или уже встретился под камерой. Вот. И у нас в республике от «Яблока» есть действующий кандидат Алексей Акименко по одномандатному округу, насколько я понимаю, он идет по северо-западному, по тому самому, где идет этот самый Журавлев упомянутый. Как все у нас запутанно, да? Башкортостан в этом смысле, в печальном смысле отмечается, потому что тот самый депутат, действие которого формально сняли «Яблоко» с выборов, пойдет в Думу и пройдет в Думу от Башкортостана. Напомню еще раз, то, что партию «Яблоко» сняли формально, то, что якобы другая политическая партия «Родина», которую возглавляет вот этот стыдливый сын Отечества по фамилии Журавлев из Воронежа, да, он не может избраться из Воронежа, потому что его знают там как все облупленного, и его прислали в Уфу, да, вот. Парашютист у нас еще там есть этот Сангаджи, калмык, тоже не нужны на своей родине. Их прислали в Уфу, в Башкирию, чтобы они от Республики Башкортостан прошли в Госдуму. И Сангаджи Тарбаев, и вот этот Журавлев. Совершенно никакой связи с Республикой Башкортостан нет. И они начинают, пиариться, и, возможно, даже этот Журавлев хотя бы один раз попадет в этот Нефтекамск, хотя бы посмотрит от этот город, от которого в том числе будет избираться в Госдуму, и, конечно же, нарисуют результат, и, конечно же, изберут, потому что, наверное, народ Республики Башкортостан не будет сопротивляться тому, что его мнением полощут, я не знаю, половые тряпки в Кремле или где. Точно сказано, и даже не добавишь никак. Можно, кстати, пользуясь случаем Сангаджи, упомянуть, у нас сегодня он в повестке, Тарбаев КВНчик, у нас тут, значит, все-таки пытается себя как-то отметить, что ли, и вот перед вами соответствующие иллюстрации. Пляшет в районе Шихана Таратау и проводит какие-то стратегические сессии, как это у нас модно говорить. О чем сессия, кстати, на этот раз? Чему учат? Ой, там, у нас есть новость про это, я предлагаю это обсудить. Опять-таки, состоялась встреча. Глава Республики Башкортостан, он же у нас и руководствуется принципом лучше казаться, а не быть, да, и вот в соответствии с этим все с 2018 года у него вся движуха связана. И уфимская комсомолка напечатала такой материал под названием «В Уфе состоялась встреча «Создаем туристический контент» с участием Сангаджи Тарбаева». Мероприятие объединило блогеров, лидеров общественного мнения, представителей туристической отрасли и органов власти. Предприятие снизошел до него глава Республики Башкортостан Хабиров, и якобы участвовали блогеры с совокупной аудиторией более 15 миллионов подписчиков. И Сангаджи Тарбаев, глава Республики Башкортостан Ради Хабиров, руководитель Федерального комитета партии «Новые люди» по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова, а также представители туристического сообщества региона. В общем, они собрались. Развитие внутреннего
туризма через современные медиапроекты и качественный контент. Как блогеры и авторы могут продвигать внутренний туризм. Естественно, там выступал, наверное, единственный известный блогер Республики Башкортостан по имени Раис Габитов со своим проектом «Южноуральская тропа», а блогер Рустам Набиев, блогер, известный по всему, наверное, миру, покоривший даже Эверест, предложил создать на маршруте вот этой Южноуральской тропы небольшой инклюзивный участок, чтобы с красотой Южного Урала могли познакомиться люди с ограниченными возможностями здоровья. Вот это, в принципе, все, все хорошее, короче, что это было. Полыбзазались, поговорили. Опять-таки, смета этого мероприятия была многомиллионная. Если вы думаете, что блогеры с аудиторией в 15 миллионов рублей приехали бесплатно в Республику Башкортостан, как бы не так, были потрачены миллионы бюджетных денег, опять-таки, без конкурсов, без чистоты, без прозрачности. И буквально через несколько лет, наверное, 2 лет не пройдет, как очередной какой-нибудь глава молодежного там ведомства сядет, так же, как и предыдущая Яна Гайдук села за то, что послушалась Хабирова и проводила там какой-то ремонт без соблюдения процедур. И это мероприятие тоже придет когда-то прокуратура и тоже посадит, и будет это уроком по делам всем этим чиновникам, которые продолжают работать с Радием Хабировым. Он токсичный, держитесь от него подальше. Действительно, любое мероприятие массовое летнее надо запоминать, потому что впоследствии каждое мероприятие упоминается нами в сводках новостей, когда начинают сажать тех или иных чиновников за его проведение. Напоминаю, что у нас министрка культуры, бедная женщина, или не бедная женщина, тем не менее, с февраля 2026 года, несмотря на все заступничество главы республики, находится в СИЗО. Извините меня, это, по-моему, не курорт, да? Не домашний же арест, СИЗО. Нет, именно в Москве, причем ее вывезли далеко от дома. Именно так. Ой, так, ну что, а мы продолжаем и перемежаем, как говорится, наш разговор от таких поверхностных тем со сложными, тем более вот люди пишут. Путинизм хуже, чем гитлеризм, предполагает София. Даже кажется. Гитлер так хоть свой народ не гнобил. Интересная мысль. Я, наверное, скажу так, он просто не успел. Все-таки, да, там были проблемы, и борьба с оппозицией была, и национал-предателей искали во все, и по большому счету риторика нынешних российских властей, именно связанная с национал-предателями, с пораженческими настроениями, с прекращением войны, она полностью копирует риторику гитлеровцев с периода Второй мировой войны. И там, если взять 43-е и 44-е года, когда уже тучи сгущались, вот и нынешние, скажем так, слова наших депутатов там или каких-то министров, или самого Путина, они вот повторяют. Так что в этом смысле, наверное, сравнивать кто хуже нет смысла. Само по себе сравнение это уже сильное доказательство, что ли, сильный аргумент в этом споре. Если нынешний режим в Российской Федерации можно назвать путинизмом, я бы, конечно, советовал бояться следующего изма, который придет на смену путинизму. Вот этот следующий изм, он, я думаю, что многим не понравится. А что за этим скрывается, у каждого, наверное, есть свои какие-то предположения. Кстати, напишите в чате, какие измы вы ожидаете после путинизма. Да, нельзя этого исключать. Ой, еще одна тревожная новость, к сожалению, совершенно неподробная, но довольно-таки говорящая. Значит, Уфа-1 пишет, спецназ Росгвардии нагрянул с обыском. И непонятно совершенно кому и зачем, но формулировка тревожная. Задержали 2 за пропаганду терроризма. То есть, опять же, за какие-то слова, которые, судя по всему, никому никакого ущерба не причинили. Обыск прошел в жилище одной из фигуранток. То есть, одна из обвиненных в пропаганде терроризма – это женщина. Там нашли телефоны и вещи с запрещенной символикой. В общем, значит, ничего не нашли. Опять же, переводя на простой нормальный человеческий язык.
Значит, по факту задержания возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, если верить сообщениям официальным. Но никаких деталей, опять-таки, к сожалению, нет. Мы не понимаем, о ком идет речь, о какой пропаганде, с позволения сказать, идет в данном случае разговор. Обратите внимание, как оформлены такие новости. Вы можете даже увидеть сюжеты про них по телевидению, по государственному телевидению или частному телевидению. Показывают некие, что вот какие-то люди в масках врываются в жилое помещение, где живут люди. Вам показывают некие предметы, убеждают вас с экрана, то есть журналисты, наши коллеги, по идее, убеждают, что перед вами некая запрещенная литература или еще что-то. При этом вам не говорят. Зачастую это может быть на русском языке литература, это может быть литература на арабском языке. И вы даже не понимаете, вдруг это Коран лежит, но вам показывают, демонстрируют, и вот все, вы думаете, что да, действительно, если вот ворвались, нет уже как у нас дыма без огня. И всегда внимательно смотрите. Пропаганда, пресечение пропаганды терроризма, изъяли телефон. Ну что, телефон это что у нас теперь? Какой-то изобличающий фактор? Телефонами нельзя мобильными пользоваться, да? И вещи запрещены. Что это значит, вещи запрещены? Что там такое нарисовано? Там что, я не знаю, изображение волка у нас запрещено или еще что-то. Ну, скажите конкретно, какие у нас изображения. Я не знаю, украинский флаг у нас может быть запрещен. Что там такое вот запрещено? Может быть, у людей там надпись, футболка, там 10 лет лежит с надписью «Навальный». Вот это может быть. Тогда и скажите, мы задержали там сторонников Навального, у него лежала где-то там футболка или наклейка. Все, мы будем врываться в двери, ломать и показывать по телевизору, потому что у вас есть дома наклейка с надписью «Навальный». Сделайте об этом анонс по телевидению. Расскажите, что нельзя, чтобы у вас дома была наклейка с надписью «Навальный» или еще что-то. Ну, в данном случае это часть процесса запугивания, на мой взгляд. И, наверное, вот тот момент, о котором ты говоришь, что они не упоминают, за что именно, как раз-таки предназначен для того, чтобы люди просто боялись вот всего и вся. Просто неважно уже на самом деле, что нельзя делать, нужно просто на всякий случай иметь в виду, ничего делать нельзя. Вот ничего из ряда вон, как вам кажется, по собственным ощущениям даже уже, да, без каких-либо конкретизаций. И если что, к вам вломятся и вот таким образом мордой в пол, а потом будет уголовное дело за пропаганду терроризма, реальный срок в 10 лет и вперед. В общем, как-то так. Так, что еще у нас? Дальше, да, у нас довольно про экономику. Угу. Да, давайте про экономику чуть-чуть. Что у нас в реальности происходит? Вот, опять-таки, очередная новость Россельхознадзора о том, что предприятие Республики Башкортостан, сельхозпредприятие, по переработке зерна за 7 месяцев этого года на 80% нарастили экспорт своей продукции. Официальный госорган говорит о том, что вот 447 партий, общий вес под карантинной продукции составил почти 24 тысячи тонн различных продуктов питания. И якобы говорят, вот на 80% выросло, это же хорошо. Но если вы имеете доступ к интернету, если вы откроете, например, другие порталы, другие сайты, 2024 год Башкирия экспортировала свыше 300 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. То есть в этом году вам показывают 24 тысячи тонн, что ого-го, какой результат. А на самом деле буквально за тот же период в 2024 году, а это было 2 года там назад, экспортировали в 10 с лишним раз больше. Понимаете, вам не говорят, вам как бы, громкими цифрами замазывают глаза глиной и говорят, что вот, растет же, и вы будете друг другу говорить, да нет, пожалуйста, сравнивайте то, что было до этого. Повторюсь, 2024 год, и это даже еще не рекорд экспорта зерна из республики. Вот с этим надо сравнивать. За 2 года в 10 раз упал. Вот про это нужно понимать. Вот такая новость. Угу. Это к разговору о том, что большинство новостей, особенно официальных, нужно как бы анализировать, а не просто принимать на веру. Потому что анализ
подсказывает, что, ну, как бы, скорее всего, цифры надо с чем-то сравнить. Они должны быть не абсолютными какими-то цифрами из воздуха, да, а относительными, опять же, в сравнении с аналогичным Да. периодом У предыдущего. нас две подряд новости совершенно разные. Тут якобы каких-то преступников задержали с запрещенной символикой, и мы показываем, что нужно понимать, что там внутри скрывается, что это специально напускают туман, чтобы не была вам видна абсурдность этих обвинений. И вот, пожалуйста, экономическая новость, вроде как позитивная, и тоже это вам, ну, как бы залепляет глаза, я не знаю, медом, что ли, пергой, чем-то залепляют. Вот. Пожалуйста, вот еще одна экономическая новость. Руслан, я предлагаю продолжить чуть-чуть экономику. Региональный фонд, а это такая кубышка Республики Башкортостан, очень странная структура, я скажу, но практически в каждом регионе она существует, взыскал с Института нефтехимпереработки в Уфе 535 миллионов рублей. Об этом опубликовал новость Уфимский РБК. И в счет оплаты долга госкомпания может забрать недвижимость и технику проектного института. Уникальный проектный институт, созданный еще в 60-е годы. Кстати, вот недавно, по-моему, Дмитрий Эйгенсон рассказывал, как его дедушка, получается, участвовал в создании этого института. И, казалось бы, этот институт сейчас у нас импортозамещение, вот он занимается тем, что он проектирует, ну, импортозамещающую вот эту нефтехимпереработку. Пожалуйста, процветай и процветай. Но нет, все началось в августе 2018 года. Госпредприятие, это ГУП был, его акционировали вот в 2018 году. То есть это уже акционерное общество. То есть ГУП у нас банкротить нельзя, потому что это госсобственность. А акционерное общество можно. И искусственно в этом же 2018 году создают задолженность в 300 или во сколько там миллионов рублей перед региональным фондом. Кто-то отдает в залог помещение, оборудование. Туда вливали при Хамитове, это второй у нас президент Республики Башкортостан, миллиарды рублей. Помните кластеры, 2011 год, там прям реальные деньги вливали. И вот они выдают. Туда поставили при, по-моему, Хабирове этот Дмитрий Шаронов, помните, такой, в кавычках, эффективный управленец из команды Республики Башкортостан. Вот. Ради Фаритович, как бы там ни было, с 2018 года глава республики, он на это смотрел. И вот уже 8 лет, уже сейчас, я вам скажу, это предприятие принадлежит какому-то московскому... Господи, 95%. В 2022 году власти региона продали 95% уставного капитала общества. Это интеллектуальное достояние республики, которое создавалось десятками лет советского периода. И вот эти эффективные госуправленцы продали 95% уставного капитала некому предпринимателю Марку Негодуйко из Санкт-Петербурга. За 75 миллионов рублей. Предприятие миллиардное, как бы, там, не знаю, патенты, потенциал, сотрудники. Там, да, сокращалась численность сотрудников, но все равно даже в последнее время до 100, по-моему, человек работало. И вот, пожалуйста, за 75 миллионов, это что? Это, я не знаю, это квартира, наверное, Хабирова 75 миллионов. И вот, знаете, забирайте. Марк Негодуйко, добро пожаловать в Республику Башкортостан. Нам всем тут рады. Журавлевым, Тарбаевым и Марку Негодуйко тоже рады. Вот бесславный конец. Я лишь добавлю, научного что института. все, что было закрыто и разбазарено у нас в Республике Башкортостан и в Уфе, было разбазарено и закрыто уже после 2000 года, то есть не в 90-е лихие, а как раз-таки в самые благополучные путинские годы. И даже сейчас этот процесс продолжается. До сих пор доразбазаривать не успели еще. Ой, а я вот что скажу. У нас идет еще один суд, любопытный, скажем так, в некотором смысле даже веселый. Это суд, который затеял отставленный глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Это не процесс в отношении него самого, а процессы, связанные с его исками. И вот, как пишут пруфы, Мавлиев привлек к суду руководство Башкортостана. Значит, глава республики лично, Хабиров, теперь числится ответчиком по делу о восстановлении Мавлиева в должности мэра Уфы. Письмо руководителя республики в списке, помимо
что какое письмо, что я говорю, помимо руководителя республики также фигурирует горсовет Уфы и лично Марат Васимов, который является руководителем горсовета Уфы, и, соответственно, именно этот орган принимал решение об отставке, по крайней мере, с формальной точки зрения. А журналисты наперебой вчера писали, увидим ли мы Хабирова лично в здании суда в качестве человека, дающего показания. Это остается пока вопросом. По-моему, вот уже где-то в эти дни будет продолжение процесса. Не сегодня ли, кстати говоря. Ну, если будет, то мы об этом узнаем и поговорим уже завтра. Вот такое сообщение. Да, да. Хабиров, ну, ему бы предприятие открывать, а он, видите, с блогерами общается, ему некогда. Вот с блогерами, пожалуйста, ну, у нас вот любят встречать, курай подарить, я не знаю, банку башкирского меда, действительно вкусно. Вот это вот как бы у нас любят. Кстати, Руслан, у нас еще новость была про УНИТ, про подготовительный факультет УНИТа, который открывается в далекой африканской стране Сьерра-Леоне. Для тех, кто не знает, в Уфе, я так понимаю, состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом неизвестной вам или малоизвестной вам республики Сьерра-Леоне Мохаммедом Йонгаво. И так вот, подготовительный факультет УНИТ будет открыт на базе технического университета Сьерра-Леоне. Я для вас провел небольшое домашнее задание. Я посмотрел, что из себя представляет Сьерра-Леоне. Во-первых, Сьерра-Леоне по размеру еще меньше, чем Республика Башкортостан. 2 раза меньше, чем Республика Башкортостан. Да, по населению чуть больше, там, по-моему, порядка 10 миллионов рублей, 10 миллионов человек, но 10 миллионов рублей я не зря оговорился, это, наверное, примерно совокупный ВВП этой страны. Она считается одной из самых беднейших стран мира. Представляете, то есть там в год ВВП там на душу на человека, по-моему, $1000, то есть разделить на 12 месяцев, там, ну, я не знаю, вот действительно 10 тысяч рублей, наверное, в месяц это совокупный доход. Это одна из самых беднейших стран даже в Африке. Понимаете, в Африке не такие богатые страны. И она там самая... Я не понимаю, почему вот УНИТ, да, вот этот, ну как, передовой, ну, вуз нам же обещали, да, и он заключает соглашение с самой бедной страной мира. Это что? Я не понимаю, для чего? Чтобы привести к нам вот подготовительный факультет. То есть мы, например, наших ребят отправляем на войну. Мы лидируем по количеству погибших молодых ребят на войне. И вот давайте мы скажем честно, возьмем, как говорится, себя за одно место и наберемся смелости, скажем, мужиков нету, поэтому вот Сьерра-Леоне нам будет посылать своих мужиков. Так что ли? Примерно я вот так. не понимаю, какой смысл. То есть они не говорят, мы открыли отделение в Сингапуре или еще в какой-то развитой стране. Нет, мы открыли отделение подготовительно в Сьерра-Леоне. Это в смысле, для этого у нас тут, я не знаю, сочетали несколько вузов, кончали прекрасный авиационный, прекрасный классический БГУ ради того, чтобы вот беднейшая страна в мире, нам студентов, как это вот вообще, как это работает? Ну, я тут скажу так, импортозамещение, видимо, так выглядит. То есть нам студенты из цивилизованных стран прекратили обмен, и наших не берут, и своих не присылают. Сотрудничества никакого нет, из болонской системы выходим, наших ребят будущего лишаем, вот зато надо создавать видимость сотрудничества на международной арене, и выбирают того, кто готов на все, и совершенно никаких вопросов задавать не будет. Я думаю, что ребята из Сьерра-Леоне вопросов не задают, им лишь бы, как говорится, куда-то попасть за пределы своей страны. Да, то есть, ну, могли бы в странах БРИКС открыть, в Бразилии откройте, в Индии подготовительный, но самая суть этой новости, которую опубликовало госагентство Башинформ, знаете что? Экскурсия для посла, я понимаю, в завершение ректор подарил послу курай и башкирский мед. Господин посол пообещал освоить игру на инструменте и разместить подарок в своей резиденции как символ дружбы. Вот, в принципе, подытоживая итоги создания УНИТ, которые, вы помните о том, что он находится в списке российских вузов на 100-м месте, на позорном 100-м месте, вот он на последних мизинчиках, там, кончиков пальцев держится, чтобы не вылететь из сотни лучших вузов Российской Федерации.
Представляете, сотня вузов. То есть и БГБО, и, по-моему, нефтяной, они выше намного, чем этот УНИТ. Он просто, ну, в каком-то подозрительном сотом месте, я вот не понимаю. Ну, тут хочется вспоминать сразу мероприятия, связанные с его объединением. Приходилось там участвовать, дискуссии выслушивать. Но времени не особо нет, поэтому я думаю, что рассказ Искандера исчерпывает данную историю. Тут и вспоминать ничего не нужно, все становится понятным. Итак, тут у нас кое-что из любопытного, ну, если хотите, позитивного. Бизнес ФМ в Уфе обещает, что в Уфе теперь оплачивать парковку платную можно будет через приложение Яндекс.Гоу, то есть не только через смс-ки, там специальное приложение Горпарковки, но и через Яндекс.Гоу, где люди привыкли заказывать такси и делать некоторые другие вещи, там как то заказ доставки и прочее, прочее. По поводу там комиссии или не комиссия, ничего не указано в публикации. Ну вот, как говорится, протестируйте те из вас, кто пользуется платными парковками, и сообщите нам, как это работает. Ну, не прямо сейчас, конечно, а может быть к следующей встрече. Такая вот новость. Кстати, Бизнес ФМ еще одну хорошую новость опубликовал. Это действительно позитивная новость о том, что в Толбазе, это райцентр у нас Аургазинского района, появилась арена, Аургазы-арена, которую открыли при поддержке Башнефти. Особо описывается, что Башнефти, которая входит в состав Роснефти. Комплекс открыли, действительно он выглядит, я репортажи смотрел, замечательно. Комплекс занимает почти 2 гектара. Здесь есть полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для баскетбола и пляжного волейбола. Зимой одну из них будут использовать как хоккейную коробку, а для зрителей оборудовали крытую трибуну на 500 мест. Конечно, хотелось бы, чтобы это был круглогодичный, ну, учитывая у нас, да, это центр, но тут вот непонятно, что тут зимой, кроме катка, можно будет сделать. Вот. Я напомню о том, что у нас глава каждого района при первом президенте Рахимове тоже просил у себя какой-нибудь ФОК или еще что-нибудь такое. Приходили к президенту республики Муртазе Гульбадуловича, а через год они приходили что? Правильно, просили денег на содержание всей этой красоты. Вот у меня одна только мысль, хватит ли денег у Аургазинского района на содержание большого, реально современного, замечательного комплекса, опять-таки площадью 2 гектара. Если у них деньги, тянет ли бюджет района такую шикарную площадку? Вот здесь не поспоришь. Я тут же вспоминаю, в частности, мой родной район Балтачевский. Там при Рустеме Закиевиче был открыт ФОК, ну, крытый, понятно, без большого футбольного поля, со всеми спортзалами и бассейном. И как бы в исследовательских целях я туда ходил несколько раз, приезжая, и обнаруживал очень малое количество посетителей в этом бассейне и символические цены. Мне было понятно, что ну, на эти деньги они там ничего не заработают и даже не окупят затраты. Что-то там про 50 рублей, я помню, вот было, ну и нас там 2 человека. Я понимал, что это все красиво и круто, но кто за все это будет платить? Ну, вроде как-то держится до сих пор это все функционирует. Дай бог. Что это, да, это вот как бы хороший пример все-таки в конце концов. Так, если у нас что-то еще важное? Да, вкратце, прокуратура Республики Башкортостан помогла взыскать алименты на 1,1 миллиард рублей. Представляете? То есть 358 детей, которые остались без помощи родителей в Республике Башкортостан, и было накоплено свыше 1 миллиарда рублей долгов. То есть прокуратура республики, об этом сообщает Уфимский коммерсант, ну, огромная сумма. И говорится о том, что эта сумма на 300 миллионов рублей больше показателя прошлого года. Это что за 700 миллионов, миллиард? Что это за отрасль экономика? Долги по алиментам, я не знаю. Что у нас? Количество детей растет? Как? Не понимаю. Не связано ли это как-то с это? так называемой СВО, хочется спросить? Может быть, как-то люди уходят и не платят? Ну, как вариант.
Еще Уфимский коммерсант опубликовал очень важную новость для будущего Уфы, для всех жителей, горожан, автолюбителей Уфы. Итак, мэрия Уфы остановила проект по соединению Интернациональной улицы с Инорсом. Это был важнейший проект с точки зрения разгрузки городской общественные, там, я не знаю, Дорожной магистралей. сети. Мгм. Да, Рустам Шарипов отменил постановление о начале планировки территории между Интернациональной, Сельской, Богородской и реконструкции улицы Георгия Мушникова. То есть должны были межевать территории заболоченные пустыри. Вот каждый год заливают, да, вот вдоль ТЭЦ-2 вот это такая перемычка между Сипайлово и Норсом, да. Мгм. И вот на улице Георгия Мушникова даже планировалось предусмотреть трамвайные пути, Руслан. И вот, пожалуйста, на всякие форумы, встречи с блогерами у нас деньги есть, а вот на это важное мероприятие, которое должно было осуществиться до конца этого года, отменили. Я вот, ну, плохая новость, плохая новость. Ужасно это же. А там вообще бессрочно отменили или пока отложили, что пишут? Просто отменили, в связи с чем, как, почему, не объясняется. Тут у нас еще отменяют что. Дело в том, что в Республике Башкортостан много лет гордостью были так называемые социальные контракты. Суть такая, Руслан. Безработный гражданин приходит в службу социальную и говорит: я хочу открыть свое дело. Например, хочу заниматься маникюром, хочу заниматься макияжем, парикмахерская, еще что-то. И я ей выделяю, этому человеку, обычно это женщина, выделяет сумму 200-300 тысяч рублей, то, чтобы она купила оборудование, аренда, и пошла, заработала, и уже она не числится как безработная, не сидит на шее у государства, а зарабатывает. Так вот, сейчас МВДшники почувствовали запах легких денег или, я не знаю, лычек себе на погоны, и они начинают кошмарить этих несчастных женщин. Вот, например, в Уфе, Московский комсомолец в Уфе публикует: в Уфе парикмахера будут судить за ложную информацию в графе доходов. То есть женщине помогли получить вот эту буквально в мае 26 года. Повторюсь, сейчас август, Так. прошло 1,5 месяца. Она решила получить субсидию в 350 тысяч рублей, пришла в Центр занятости населения. Вот, якобы она указала недостоверные сведения о своем материальном положении, и ранее 3 месяца она стригла людей и заработала за это время сумму более 500 тысяч рублей. Представляете? То есть каким-то чудом якобы эта женщина зарабатывала каждый месяц как парикмахер 200 тысяч рублей. Я не знаю, что Сердар Камбаров, что ли, что это за чудо-парикмахер. В общем, это не единичный случай, их сейчас много. То есть на сайте прокуратуры Республики Башкортостан тоже про эту новость опубликовали, что, дескать, вот начинают кошмарить. Вот понимаете, социальные контракты — это вот реально, ну, помощь безработным, чтобы они начали работать, организовали свое дело. И вот 31 год, 159 статья, причем отягчающая, часть 3, получение выплат в крупном размере. Обокрала государство на 500 тысяч доход у нее. Слишком хорошо зарабатывала и получила 350 тысяч рублей субсидии. Она не говорится, что она, ну, их пропила или еще что-то. Написано, которыми распорядилась по своему усмотрению. Ну, вот, Ну, они хотят сказать, не типа, она и так позорь. богатая была, но денег еще попросила, и вот, дескать, ей дали. Ну, тут, опять же, ощущение, что кормовая база сужается. Если до этого давали, в общем-то, и хоть трава не расти, то теперь стали смотреть: ага, не тому дали, значит, надо начать этот процесс. Хотя, наверное, административные затраты на все эти суды, прокуратуры и прочее будут больше, чем 350 тысяч рублей. Это только вот в путь. То есть, даже если деньги вернутся. Это не единичный случай. Таких случаев все больше и больше в Республике Башкортостан, когда прям вот действительно начинают кошмарить по социальным контрактам. Прям ищут, что вот где-то лишнюю копейку человек заработал. Ой, ну, как говорится, на этой ноте будем закругляться. Время наше истекло. Видим мы, дорогие друзья, чат по поводу споров ваших, кто кому и что должен будет платить в глобальном смысле после окончания войны. Согласен, тема действительно важная. Вот, а мы тут про каких-то парикмахеров, хотя это тоже, конечно, важная иллюстрация эпохи и нынешних событий в нашей республике.
Напоминаю, что мы ждем ваших лайков, ждем ваших комментариев. Также напоминаю, что сегодня в 21:30 по уфимскому времени у нас прямой эфир с Айтуганом Шариповым, гражданским активистом и защитником Куштау, ныне проживающим на восточном побережье Соединенных Штатов. И, соответственно, не пропустите программу «Аспекты мнений». Поговорим с ним в том числе о том, что с ним происходило в застенках Уфимского ФСБ весной 2022 года. Вот. Ну, все, наверное, на этом. Да, надо прощаться. Всего хорошего. Надеюсь, что беспилотная опасность объявлена по пустому поводу. Надеюсь, что все будут в безопасности. Ну вот в Орск соседний прилетело, судя по тому, что мне тут написали. Так что, в принципе, все вокруг да около. Опасность не миновала, так скажем. Ну все, друзья, будьте здоровы. До встречи в эфире сегодня поздно вечером. И хорошего всем дня. Всего хорошего. До свидания.